Семья Азак, по-абхазски Амаршан, потомки махаджиров XIX века. Айхан Азак и его супруга Сейхан Цыба родились уже в Турции, а позже переехали в Германию, где глава семьи, известный журналист, выпускал газеты для носителей турецкого языка, проживающих в Европе. Его супруга – племянница знаменитого футболиста, президента клуба Бешикташ Сулеймана Цыба, долгое время возглавляла Ассоциацию жен дипломатических работников, а сейчас является почетным советником постоянного представительства Абхазии в Германии. Недавно семья Азак впервые приехала на родину предков, чтобы получить абхазское гражданство. В семье Азак трое сыновей. Старший сын Джем изучал право в университете Майнца в Германии, занимал руководящие должности в крупнейшем банке Великобритании Barclays, а последние 6 лет живет и работает в Сингапуре. Интересы Джема Азак выходят далеко за рамки финансов. Он ценитель искусства, любитель джазовой музыки и меценат. К примеру, 5 апреля потомок абхазских махаджиров получил 2 награды за вклад в развитие культуры Сингапура. В марте я впервые приехал в Абхазию с родителями и был очень тронут, так как это земля моих предков, о которой много слышал. В ходе визита мы встретились с генеральным директором Абхазского театра Надаром Чанба. Моя семья знает его много лет. Последний раз Надар видел меня в Германии, когда мне было 14. Когда он сказал, что в Абхазском театре нет рояля, и он хотел бы приобрести небольшой Стейнвей, я принял решение оплатить покупку инструмента в дар Абхазии и во благо ее богатой культуры. Я надеюсь, что выходцы из Абхазии со всего мира будут более активно поддерживать землю наших предков во имя построения сильного и независимого государства. Во время визита в Абхазию семья Азак получила абхазские паспорта, посетила Новый Афон, озеро Рицу и фамильную крепость в Цабале. В честь первого приезда родственников на родину предков семья Амаршан устроила прием. Семья Азак также встретилась с председателем Союза журналистов Абхазии Русланом Хашик, и Айхан Азак, как выдающийся журналист, стал почетным членом организации. Я им устроил маленький концерт в капелле. Там есть рояль Блютнер. Это тоже хороший инструмент, но немножко другого качества. И играл на нем Барас Куджба, как вы знаете, тоже репатриант, который очень талантливый мальчик. И вот так между делом я сказал о том, что вот такое поколение у нас растет, очень талантливых людей, но вот в Абхазии до сих пор нет стейнвея, и мы хотим, чтобы на настоящем инструменте играли наши музыканты, чтобы настоящий фортепианный звук слышал наш зритель. Это очень важно. И он сказал, а есть вариант какой-нибудь? Я сразу сказал, что вот у меня есть мечта купить именно вот этот инструмент. Он тут же позвонил в Сингапур и узнал, как можно перевести, как можно оплатить из Сингапура в Россию деньги. Этот салонный рояль фирмы Стейнвей и сыновья был собран в 20-х годах прошлого века. Как из Америки он попал в Россию, доподлинно неизвестно, но в Абхазский театр инструмент прибыл из Казани. Его предысторию рассказывает бывший владелец, член Российской и Европейской ассоциации фортепианных мастеров Виталий Киселев. Им пользовался оркестр Спивакова. Так как он не очень большой концертный, они его даже вывозили на какие-то выездные площадки. Но возникла ситуация такая, что им на выездные площадки понадобился большой концертный рояль. И у меня был такой рояль, так как новый рояль возить это слишком дорого, он 14 миллионов сейчас стоит рублей. А мой после реставрации такой же концертный рояль 2,74, и мы сделали такой обмен. Посредником этого обмена был владелец, представитель фирмы Стейнвей в Москве Росляков Владимир Ильич. Значит, он отдал мне вот этот инструмент, который он давал в аренду в
том числе и Спивакову, и взял у меня концертный. Часть он дал мне деньгами, остальное он мне отдал этот рояль. После гастролей рояль был почти в идеальном состоянии, только ножки слегка расшатались. Их Виталий Киселев заботливо укрепил и покрасил. Стоимость инструмента – 1,5 миллиона рублей. Эти 1,5 миллиона тоже я обратился к президенту. Президент нам выделил 1,5 миллиона. Пока перечисление на наш счет, и вдруг появляется этот человек, который нам купил это. Те 1,5 миллиона, которые у нас есть, мы, естественно, потратим на нужды нашего театра, купим стулья, потому что вы видите пустое пространство здесь, и здесь шикарная акустика, здесь очень много мест, здесь может получиться очень солидный концертный зал. В данный момент Абхазский театр – обладатель самого лучшего рояля в республике, а его директор Нодар Чанба строит масштабные планы – концерты, творческие вечера с абхазскими актерами и музыкантами, а также с приглашенными зарубежными артистами. Пианисты в первую очередь спрашивают, что за инструмент, отмечает Нодар Чанба. И если я отвечу «Стейнвей», то все вопросы отпадают. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.